Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы находимся на первом отборочном этапе республиканского вокально-инструментального конкурса «Молодые голоса Ингушетии», который проходит в живописном сельском поселении Зязиков-Юрт. Так что присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии по миру музыки и творчества. Какие критерии оценки? Критерии оценки? Мы смотрим на артистичность, на вокальную природу. Если есть такая возможность, что ребенок учится где-то, то смотрим, какие навыки, что он приобрел. Но ожидания в целом высокие, получается. Главный критерий, чтобы они были на конкурсе. Хотя бы были. Да, потому что в прошлом году было очень мало, и надеюсь, что эта тенденция немного изменилась. Но мы сейчас добавили, что это вокально-инструментальный. Да, в этом году мы оцениваем инструментальный. Это отдельная категория будет, и поэтому призовое место мы тоже туда добавили. Я думаю, что уже пора начинать, потому что дети заждались, они волнуются. Мы всем участникам желаем удачи и хорошо выступить. Расскажи, какую сегодня ты песню будешь исполнять и долго ли ты готовилась к конкурсу? К конкурсу я недолго готовилась, а песню буду исполнять «Мир без войны». А ты вообще раньше выступала на сцене? Да, выступала. Расскажи, где? В Малгобеке больше всего. А вот если ты пройдешь, какую песню хочешь исполнить? Если я пройду этот этап, я планирую спеть песню «Мавоха». Остальным желаю хорошо выступить, а тебе выиграть. Люди всей земли, будьте же детьми, чтоб мир изменить смогли. Жили, чтоб не врозь, небо, чтоб без слез, мир без войны, предательства и вины. Мы все изменить должны. Да, она любит выступать, это наш папа настаивает на этом. Сегодня, если честно, это была его идея. Я в этом не хотела даже участвовать. Но так как она у нас везде ездит, поет, но конкурсов пока не было. Я приехала из села Инарки, узнала об этом конкурсе через телевидение. Конкурс мне даст возможность проявить себя, да и, в принципе, доставит мне и многим удовольствие. Постаралась, но волнуешься сильно, да? Зайка, к следующему этапу надо будет хорошенечко подготовиться. Ты поняла? И слова выучить, и музыку много раз слушать, и под минус, соответственно, репетировать. Ясно? Я долго репетировала и надеюсь, что займу первое место. Желаю всем хорошо выступить и удачи. Сегодня я хочу исполнить песню «Кукушка» Полины Гагариной. Сегодня я только узнала об этом конкурсе. Очень интересно, познавательно, поэтому я с удовольствием согласилась и надеюсь, мне это принесет какую-то пользу. Но в целом это хорошая платформа для реализации каких-то своих целей, идей. Почему бы и не попробовать? Кто пойдет по следу одинокому, сильные доски
Белые головы сложили в поле. Я сегодня буду исполнять песню «Вера». Я готовилась к этому конкурсу долго. А вообще, как ты узнала о нем? Я узнала об этом конкурсе по телевизору. А вот если ты пройдешь этот этап, мы надеемся на это, какую песню планируешь исполнить в полуфинале? Наверное, грузинскую песню «Иору». Вера, ты одна осталась у меня. Вера, ты одна осталась у меня. Мы уверены, что этот конкурс станет хорошей платформой для начинающих исполнителей и поможет им заявить о себе на республиканском уровне. Вот две мои дочери сегодня участвуют в конкурсе «Молодые голоса Ингушетии», и ознакомившись с положением, со стимулированием конкурса, у детей появилось желание. И должна сказать на самом деле, что это очень важный и нужный конкурс, потому что наш мобильный век нужно приучать детей к творчеству, к созиданию, всячески поддерживать их для их личного развития, для в общем, культуры нашей республики. Это очень важно, и спасибо организаторам. В принципе, наблюдаю ожидаемую картину. Голоса есть, данные есть, и все. А работы нет никакой. Вокал он тоже требует усердных тренировок, репетиций, занятий. Сегодня я этого не услышала. Результатом получается, что у нас проходит следующий этап Куртоева Молотха и Сурова Рахима. Я вас поздравляю. Остальные ребятушки, если вы хотите связывать себя с музыкой и вообще как-то в этой профессии быть, то занимаемся серьезно. Данные есть. Остальное зависит от вашего желания. Спасибо. Удачи всем, успехов. У нас конкурс ежегодный, поэтому у вас есть возможность в этом году хорошенько подготовиться и в следующем году принять участие. Мы вас ждем. Сегодня мы находимся в Магасе, в Центре театра, кино и креативных индустрий, где проходит второй день отборочного тура республиканского вокально-инструментального конкурса «Молодые голоса Ингушетии». И я думаю, что этот день будет насыщенным и ярким. У нас 3 призовых места. Там первое место это 50 тысяч рублей, второе место 30 тысяч рублей и третье место это 20 тысяч рублей. Ну, конечно же, победитель получит фирменную статуэтку от нашего конкурса. Также мы судим сегодня инструментальное. Инструментальное тоже призовое место, 50 тысяч рублей. И взрослая категория вокал, это тоже призовое место, 50 тысяч рублей. Я надеюсь, что сегодня у нас будут очень яркие участники. Ну что ж, поехали. У нас первые, это будут представители, наверное, инструментального направления. Давайте. Девочки, расскажите, откуда вы к нам такие красивые приехали и какой номер представите на суд жюри? Мы приехали из Карабулака и будем исполнять ансамбль «Принцесса танцует вальс». А почему именно ее? Потому что она очень красивая и забавная. Что ты можешь пожелать участникам? Чтобы они первые места заняли. Мы сегодня будем играть на гармошке, а исполнять будем 2 мелодии.
старинную ингушскую и яблоню. А почему именно эти песни? Она мне нравится своим звучанием, своей мелодией. Я именно люблю ингушские песни, очень стараюсь вот каждую песню подобрать себе, чтобы у меня получилась эта песня. И для каждого участника я хочу пожелать удачи, чтобы у каждого все получилось, чтобы каждый смог занять место и, конечно же, чтобы для этого человека это стало уроком в дальнейшем. Забота у нас простая, забота наша такая. Жила бы страна родная, и нету других забот. Ну, я пою с самого рождения. У меня мама заслуженная артистка Республики Ингушетия. Вот. Наверное, это как-то все с рождения началось. А занималась профессионально с 7 класса, сейчас заканчиваю 9. Пусть гудит непогодина, только мы одни у тебя. Так близка мне твоя даль далекая, ты Россия моя одинокая. Что ты будешь петь для нас сегодня? День Победы. День Победы? Как это хорошо. Удачи тебе. День Победы, как ты было настает, как Господь матушка таю уколет. Были весны обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Это День Победы. Служить России суждено тебе и мне, служить России удивительной стране, где солнце новое встает на небе синем. Ребята, мне кажется, это самая сложная миссия — озвучивать, кто прошел, кто нет. Мы старались быть максимально не строгими. Если судить строго, мало кто прошел бы. Поэтому мы очень были лояльны, и мы выбрали. Инструментал проходит все 3 номера. Вы проходите полуфинал, инструментал. Взрослая категория. Суроева и Олешковская проходит полуфинал. Потом у нас Сапралиева проходит. И кадеты проходят. Так, девочки, будем готовиться. Конкурс ежегодный. В следующем году, я надеюсь, победа будет ваша. Мы продолжаем наше путешествие в поисках талантов Ингушетии, и сегодня мы находимся в Сунже. Так что приготовьтесь к ярким выступлениям и незабываемым эмоциям. Ну что, начнем?
Я приехала из Карабулака, мы приехали на конкурс, я буду играть концерт Шаталова. Есть немного волнения какое-то, но в целом я думаю, что я справлюсь. Представлять нашу школу – это большая честь. Я Заура Мария Ибрагимовна, мне 15 лет, я приехала с города Назрань, Центральной школы искусств. Я буду играть на скрипке, исполнять Fairy Tale Александра Рыбакова. Меня зовут Эльмира, мне 9 лет. Откуда ты к нам приехала и что сегодня будешь исполнять? С Назраня я буду исполнять песню Микки Мауса «Шмидц». Есть какой-то секрет или лайфхак, чтобы не волноваться перед выходом на сцену? Ну, если у меня, то нет, я просто выхожу, пою и... Ну, бывает иногда, когда не волнуюсь, а бывает, когда я волнуюсь. Что будешь сегодня петь? Я свободен. Любить
Все время ждем как чудо, а жду единственное все как чудо, хотя должна, она должна скорее быть всегда. Скажи, узнать мы смогли, откуда узнать, при встрече смогли, откуда, что ты моя, твоя любовь и судьба. Я уже в этом конкурсе «Молодые голоса Ингушетии» уже второй раз. И надеюсь, что в этот раз я одержу победу. Море ветер, море буря, море поют ураганы, в море тонут лодки и большие корабли. Враги давно уходят с океана, с парусами, на морской песок гоняя золотые сундуки, золотые сундуки. Корабли лежат разбиты, сундуки стоят раскрылись, изумруды и рубины осыпают за дождем. Репетировала эту песню недолго и очень надеюсь, что я пройду полуфинал. Когда я поступил в Горский кадетский корпус, у нас был кружок музыки. Вот у нас был педагог Любовь Геральдовна. Она меня научила, как исполнять песни. Вот с того самого момента я продолжаю исполнять разные категории песен. Буду исполнять Hit the Road Jack в версии Рэя Чарльза. На самом деле очень волнуюсь, потому что вся подготовка сорвалась, я заболела. Но постараюсь сегодня выложиться на максималку. Надеюсь, все участники сегодня пройдут на следующий этап. Желаю всем успехов и не волноваться, как я. Раньше я участвовала в таких конкурсах. Я исполняю «Раненая птица». Надеюсь, другим тоже повезет. Ну и себе тоже такое желаю. Все молодцы. Большое вам спасибо. Давайте поаплодируем. Они все молодцы, действительно. Мы все должны понимать, когда мы участвуем в каком-либо конкурсе, даже в Олимпиаде, да, в школе мы принимаем участие, мы же понимаем, что не все побеждают. Вот сейчас даже тех, мы кого пропустим, вы должны понимать, в следующем этапе вас будет намного меньше. Кого мы пропускаем, объявит председатель жюри Роза Икажева. Так, сегодня у нас прошли Даля Катиева, Бахтоева София. Да. Ну, наверное, желательно все-таки следующую программу сольную выбрать, где вы покажете свои самые лучшие качества. Гадабошева Фатьма. Владимир. Ага. Анечка. Мальсагова Алиса. Заводова Мария. Аушев Абдулгапур. Эльмира Аздоева. Ханиева Фатима. Адам Тутаев. Тутаева Галина. Дахилькова Самира.
Рамзан Салтаев, Гандалоева Салима, Заура Воробия, Евлоев Батрудин, умничка, Исаева Ясмина, Гидагажева Раяна. Всех, кто прошел, поздравляю. Инструментально мы ничего не говорим военно-патриотически, потому что там очень сложно будет сейчас подготовиться. А вокал военно-патриотические песни, какие-нибудь связаны. Или современные, разницы нет, или песни военных лет. А на этом у нас все. Желаем всем участникам удачи и творческих успехов. До встречи в эфире. Пока-пока.